Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем институте проходит 6-й международный конкурс молодых дирижеров-хормейстеров имени Казачкова. И давайте мы узнаем, чем же занимаются наши участники. Я из Тольятти, но учусь в Москве в музыкальном колледже Московского государственного института музыки имени Альфреда Гаревича Шнитке. Из Таганрога. Это Ростовская область. Таганрогский музыкальный колледж. Реклама. Таганрогский музыкальный колледж. Я студентка Московской государственной консерватории имени Чайковского из Москвы. Здравствуйте. Я приехал из Уфы. Пермский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова. Из Самары приехал. Самарский государственный институт культуры. Правда, понравился. Очень много специальностей и интересных людей. Очень приветливая организация. Прям я не ожидала, что все так тепло примут, будут волноваться за каждого участника и каждый раз спрашивать, что, как. Прекрасно, нас здесь прекрасно встретили, прекрасные люди окружают. Мне очень нравится атмосфера, очень приятно, что здесь и картины у вас висят, и очень приятная атмосфера. В общем, мне пока все нравится. Очень красивый институт, очень удобно, то, что общежитие находится рядом. Очень даже впечатляет. Снаружи уже понравилось, внутри тоже. Такая домашняя, теплая атмосфера. Дирижеры сначала показывают свою программу, то, что научились в своем учебном заведении, потом показывают работу с хором, как научились воздействовать на хор, ставить правильные задачи, добиваться от них результата. У нас был первый тур заочный, мы сначала высылали запись своего дирижирования под рояль. А второй тур мы приезжали и работали с хором колледжа музыкального. Мне интересно посмотреть, во-первых, на разных студентов разных вузов. Это разные абсолютно впечатления от разных людей, как поет хор вашего института, и это саморазвитие. То есть подготовка к любому конкурсу – это всегда шаг вперед, подготовка к чему-то большему, каждый раз это проверка себя. Здесь работаю с акапельным произведением над хором женским. Вообще дирижер – это многофункциональный человек. Он является и менеджером, потому что он должен продвигать свой коллектив. Сейчас вспомнить бы методику. Преподаватель, он педагог-вокалист, педагог даже по сольфеджио, потому что некоторые дети приходят без музыкального образования, нужно объяснить начальные ступени. Он преподаватель по фортепиано, и, конечно же, он воспитатель. Дирижер, в первую очередь, это руководитель и двигатель того, что вокруг него происходит. Если у него есть коллектив, оркестр, это или хор, он его продвигает, он как папа. То есть он за всем этим следит, все это обеспечивает. Дирижер – это человек, который своей волей объединяет людей, который создает. Человек, который знает все. Мне сейчас захотелось стать дирижером. Я смогу, как вы думаете? Я смогу? Мне кажется, учиться никогда не поздно. У нас в нашем колледже приходят разные, даже после 11 класса. У нас самая старшая ученица в колледже, ей, по-моему, 26, сейчас на 4-м курсе. Выучиться можно, как говорит наш шеф, можно обезьяну научить руками водить. А для того, чтобы стать настоящим дирижером, нужна воля, нужна сила, нужна энергия. Если вы приложите к этому большие усилия, будете долго, упорно работать, развиваться, то, конечно. Если есть желание и время, можно кем угодно стать.